Ну что ж, Егоркин, оружие ваше в полном порядке, возьмите. Обстановка на участке остается без изменений. Охрану государственной границы несем нормально. Вам приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Вид наряда – секрет. Добро пожаловать, доктор. Надолго к нам? Время понятие относительное, Василий Федорович. Тем более мое. Все здоровы, конечно. Не понимаю, за что меня государство поет, кормит. Вот у соседа вашего имел практику. Повар руку обжег сковородкой. Вот так вот. Может быть, я вообще не нужен. Все шутите, доктор. Пойдемте, пойдемте, примите душ. В чем дело-то? Я... Руки! Так. Обнаружили вы его правильно, Егоркин. И подошли неприметно. Ловко для первогодка подошли. Это ваш плюс. Ну, а дальше пошли одни минусы, если сказать по правде. Вы дали нарушителю возможность повернуться к вам лицом. А надо было дать команду кругом. Это раз. Неосторожно приблизились. Два. Ну и растерялся. Это уж ни в какие ворота. То, что вы растерялись, я не выдумал. Об этом свидетельствует ваша поза. Вот, полюбуйтесь. Ну что, верно? А ведь старшина вышел на вас с голыми руками. Что же получится, если на голых его руках будет, например, вот это? Подойдите, ознакомьтесь. Перчатки и все. Все, да не все. Это право с каким-то фокусом. Необычные перчатки. Верно. Перчатки с фокусом. Ну-ка, Егоркин, вы меня задержали. Какая при задержании нарушителей первая команда по инструкции? Стой! Руки вверх! Так. Как видите, я не вооружен. Руки пусты. И вы успокаиваетесь. Команда выполнена, я беззащитен. Но стоит вам зазеваться... И не зовите никогда. Не раз был от скуки. Все одно и то же. Наука наша до крайности однообразна, Василий Федорович. Не обижайтесь. Но только мы, то есть наш брат-пограничник, видит в ней всякий раз новое. А все это потому, что далеко до вас некоему Шерлоку Холмсу. Тот за мухой видел только слона. А уж вы из мухи детективный фильм в 3 сериях производите, простите на слове. Ну скажите, стоило ли вчера раздумывать и обсуждать, как попал на границу клочок газеты «Советская Россия»? Ну, каждому ясно. Ветер занес. Ветер. А вот и не ветер. Ветра ни вчера, ни позавчера не было. А газета позавчерашняя, там число. Ну, значит, пограничник обронил. Нет, и не пограничник. Так кто же, черт его побери? Мата Хари, что ли? Извините, Нина Николаевна. Ничего. Вот вы не пошли на занятия, Сергей Петрович. Не захотели послушать, а ведь мы сообразили, в конце концов, что это монах. То есть, как монах?
Ну, не настоящий, конечно. А есть такой наипростейший воздушный змей. Четвертушка газеты складывается треугольником и запускается на катушечных нитках. Тут еще и дырочки есть разорванные. Мальчишки в колхозе запускали. Значит, ветер все-таки, если за 7 километров. Да нет, воздушный поток. Ветра в понимании доктора, повторяю, 2 дня не было. Как известно, Шерлок Холмс то и дело задавал доктору Ватсону простенькие задачки. Ну? Я, по вашему утверждению, Холмс. А вы как раз доктор. Можно? Можно. Ну тогда скажите, зачем скачет сюда мальчишка из колхоза? К вам или ко мне? Ко мне, конечно. Почему? Обыкновенное рассуждение по старомодному дедуктивному методу. Это дорога из колхоза Заранчи. Ну? Вчера я заезжал туда, чтобы подстричься, и, как видите, не подстригся. Парикмахер болен. Мальчишка скачет оттуда. Спешит. Значит, парикмахеру стало хуже, и нужен доктор. В ваших великолепных рассуждениях есть одна ошибка. Какая? В Заранчи есть врач. Врач уехал в горы на трудные роды. А это как угадано? О! Вот это было самое трудное. Но я работал над собой и достиг. Вчера я разговаривал с врачом, и он просил меня подменить его. Убедительно. Петров, пусти его. Чего он? Парикмахер умирает. Совсем умирает. Жаль. Славный человек. Поеду-ка я с вами. Умер. Умер Василий Федорович. Утром зашел к нему. Чего были? Я послал за вам мальчишку. Он при мне. Можно сказать, первый раз вижу. Беда. Идите по домам. Окно откройте. Дышать нечем. Акт составлю о смерти. Другого дела тут нет. У вас есть бумага? Цирроз печень. Наш говорил. Зачем цирроз? Еда хорошая. Воздух хороший. Люди уважают. Зачем цирроз? Подожду вас на улице, доктор. Хорошо. Не плачь, Гюзель. Что поделаешь? В больницу ему надо было. Напрасно не лег вовремя. Никак не хотел. Принесу ему из столовой. Уговариваю. Никак. Шутил. Труба мне, Гюзель. И здесь труба, и в больнице. Знал он свой последний час, товарищ начальник. Гюзель, иди сюда. Иди в магазин. Шары, туда нельзя. Усы вырастал. Усики появился у этот картин. Совсем молодец стал.
Разве раньше не было? Раньше без усики смотрел. Наверное, ты баловался. Зачем я? Почему мне надо? А кто же? И шаг кто сделал? Ну вот и все. До похорон покойника советую положить в погреб. У вас есть погреб? Есть, почему нет? Жил человек на солнце, теперь ему погреб. Вах, вах, вах. Скажи, Мурадов, а родственники у него есть? Братья, сестры, дети? Никого нет. Жил человек одинокий, но веселый, с мальчишком шутил. Можно закурить, Василий Федорович? Все свои покурили от этой беды. Тюбик. Вот что. Значит, парикмахер. Может быть. Зачем умирающему человеку выходить ночью на улицу и подрисовывать изображенным на вывеске пижону какие-то дурацкие усики? Зачем? Какой-то тут условный сигнал. Нет, не может быть. Вася ложился бы. Поздно. Спи. Алло. Говорит капитан Шатров. Прошу разрешения на осмотр парикмахерской в колхозе Заранчи. Парикмахер сегодня умер. Да, есть подозрительные обстоятельства. И, пожалуй, нужна срочность. Сообщу. Есть.
Значит, все-таки парикмахер. Усики нарисовал парикмахер. Налил в блюдце несколько капель масла. Взял тюбик краски. Выдавил немного, развел. Больно было ему двигаться с лица роз. Надо спросить у доктора. Вывеска выше двери. Значит, он вынес табурет на улицу и встал на него. Усики нарисовал, по-видимому, просто пальцем. Да. Понадобилось осознанное усилие воли. Твердой воли. А тюбик просто бросил. Было все равно. Ущербное состояние, конечно, болезнь. Стой, кто идет? Ромашка. Отзыв. Ракета. Тихо у вас. Тихо, товарищ капитан. Почему поздно кликнули? Раньше слышали меня? Так точно слышали. Егоркин уже внизу. У телефона. Наготове. Сердитый. Зашел в настроение. Тут зайдешь. Тихо, больно. Целый год тихо. Где это видано? Ни оттуда, ни отсюда. Стой, кто идет? Ромашка. Отзыв. Ракета. Тихо. Тихо, товарищ капитан. Коварная тишина. Опасная. Дьявол. Тишина. Вот сюда, налево, прямой дорогой, а туда не дом и граница. Спасибо, мерси. Тебе куда, дядя? Колхоз идешь? Колхоз, мальчик, колхоз. Ты мне не поможешь, я тебе заплачу. А дорогу-то знаешь, а то здесь граница. А где граница-то? А тебе колхоз надо или граница надо? Ну зачем граница? Ну просто интересно. Граница, застава. А ты кто? Все будешь знать, скоро состаришься. Такой молодой вдруг с бородой, а? Ну ничего. Я парикмахер. Я тебе эту бороду чик-чик и все.
Современный мастер должен работать а-ля модерн. Вот у нас на курсах был преподаватель из Варшавы. Так к нему в старое время приезжали стричься из Берлина. Оцениваете? А почему нет? А жить, значит, при мастерской будешь? Может, комнату займешь? Есть небольшая в хорошей семье. Да нет, здесь удобней. Я спортом занимаюсь. Шумным спортом. Гири, гантели. Так что здесь мне будет удобнее. Простор. Личный физкультурный зал. Ну что, начальник, будем стричься? Бокс, поличка, Жерар Филипп. Можно молодежную? Прошу. Еще успеем. Ну, дело хозяйское. Салям алейкум. Будем по-соседски знакомы. Калинкин, ваш новый парикмахер. Здравствуйте, Гюзель. О, Гюзель. Если не ошибаюсь, это прекрасная. Не ошибаетесь. Что-нибудь хотите купить? Да. Позвольте приобрести пол-литра хлопкового масла. И если есть наборчик красок, желательно масляных. Рисовать будете? Ай, Айвазовский. Вах, вах, вах. Айвазовский. Вах. О, одинокий человек должен уметь все. Что такое? У меня в магазине все становятся одинокими. Понятно. Но учтите, соседи должны дружить. Спасибо, до свидания. Заходите. Вах, вах. Иду шагом по Москве. О, Гюзель, может, зайдете? Всего полчаса, и у вас французская прическа, офицеры за мной. А чему вы смеетесь, Гюзель Жан? Ничего так. Скажите, это ваш портрет? Двойник? Усики? Бабочка? Неправда, что двойник. А если правда, то нет двойника. Товарищ капитан, рядовые Петров, Егоркин, Федоров прибыли с охраны государственной границы. За время несения службы нарушений государственной границы не обнаружено. Старший наряда рядовой Петров. Все благополучно? Камень на 7-м участке место сменил. То есть? Не понимаю.
Мы тоже. Был камень, вот скажем, здесь, а утром Эван где? Думали, зверь баловал. Следов нет. Кто заметил? Егоркин, товарищ капитан. Кто там? Извини, браток, это кишлак Заранчи? Ну, Заранчи. Заблудился я, а тут гляжу вывеска. Ну и что, переночевать, что ли, хочешь? Да нет, это только справиться. Проходи. Заведение в Заранчи надо, а по дороге через Заранчи. Стал быть, уточняю. Выходит, правильно еду. А ты что, не здешний? Не здешний. Я скат проколол. И как на смех сразу другой. Резина. Ну, пока то, все. В теме. Ты уж прости, что разбудил. Да ну ничего. Поеду. Один живешь? В каком смысле? Одного тебя разбудил или жена, дети? Да нет, один. А то причаливай. Рублевку дашь и ночуй. А выпить есть? А закуска найдется? Да организуем что-нибудь. А то, признаться, с утра в маршруте. Зергут. О, очень даже зергут. Инспекция спит сейчас и кстати. Не-не-не-не, больше не давай, норма. А вот ты мне скажи, между прочим, почему у нас так лютуют насчет выпивки за рулем? Выпьешь пиво, прокол. А вот, скажем, Франция. Или возьми Италия. Шофер с детства к пьяну приучен. Ну, как и все там. И все, сходит с рук. А ты что, за границей был? Ну, а как же. Моя как-никак. Ни разу за гранку ходил. Завидую. А здесь ведь в сущности скучно. Ну, что-то. Мне не показалось. Солнце тут дает, что и не говори. Ты-то здешний? Да нет, я из Европы. То есть как? Ах, да, Европа, Азия. Ну, а зарабатываешь прилично? Мы копейку имеем. Ну и чего тебе? Главное, чтобы люди хорошие были. Мне местные глянулись. Хороший народ. Да, а дождь прошел? Ты что, ехать хочешь? Поеду. А то он спит, а утром проснется. Кто?
Автоинспектор, туда его в курсе. Ага. Государству служит человек. Вот и не разрешает. На, держи. Что это? Сам же просил. Рублевку за ночевку. Да ну бросьте, ты же не ночевал. Верно. Ну, пока. Спасибо тебе. Еще заеду, если позволишь. На дороге твое заведение. Заезжай. По вывеске теперь найдешь. Верно. Видная твоя вывеска. Ну, счастливо. Шестьдесят восемь, 62. Шестьдесят восемь, 62. Об этом шофере машина 68-62. Не заботьтесь, Василий Федорович. Он в нашем поле зрения. Как видите, прибыл. Но, видно, поджидает кого-то покрупней. А что, есть сведения, товарищ майор? Есть кое-что. В сопредельном государстве объявился и тут же исчез некий, известный нашей разведке, господин, кличка Гюрза. При попытке перехода границы на днях.
Ты опоздал на полчаса, Керим. Господин, которого я сопровождаю, не привык ждать. Тебе известно, зачем ты нужен нам, Керим? Нет, ага. Мне велели прибыть сюда и пригнать верблюдов. Ты переправишь этого господина через границу, поможешь ему. Приказывайте, ага. Речь идет о русской границе, любезный. Господин шутит. Ему незачем шутить с тобой. Ему нужно перейти русскую границу завтра. Он спешит. Если он спешит, он опоздает. Я через русскую границу не хожу. Там нет путей. Сэр, я договорюсь с ним. Он у меня в руках. У вас мягкие руки, Алибек, а время не ждет. Я не могу без толку мелькать на границе. Как вам известно, я не турист. Меня ждут. Ты пойдешь с ним, Керим? Нет, ага. Кто ты такой, чтобы возражать мне? По воле Аллаха ты только мошка. Только копоть на ламповом стекле, которое мне ничего не стоит раздавить ногой. Ты поможешь ему перейти русскую границу и вернешься. Ты понял меня? Я понял, что вы обрекаете меня на смерть. У меня нет выбора, ага. Но я охотнее посадил бы на этого верблюда змею. Он хорошо платит, Керим. С Богом. Доброе утро, Нина Николаевна. Василий, конечно, чаевничает. Само собой, доктор, но не дома, в канцелярии. Что так? Ведь это чистая революция в распорядке дня. Бракует мой чай. Там ему повар такое заваривает. Темная ночь называется. А я не позволяю. Запретите ему, доктор. Для вас смогу. Но между нами капитану крепкий чай опасен, как рыбе вода. Да, кстати, о воде. Воду, Нина Николаевна, обязательно кипятите. В сопредельном государстве отмечены случаи холеры. И все-то к нам оттуда. Доброе утро, товарищ капитан. Извините, у меня с ним серьезный разговор. Посмотрите на меня, товарищ капитан. Ничего не замечаете? Ничего. Так ничего и не замечаете? Да нет. Этот висок прямой, а этот? Работа нового парикмахера из колхоза Заранчи. Что скажете? А вы что предполагаете? Самое худшее. А именно? Если парикмахер не может сделать висков, он не парикмахер. А если он не парикмахер, спрашивается, кто он? О, батенька, это уже не Шерлок Холмс, а бог знает что. А при чем тут Шерлок Холмс? Я вам излагаю факты и прошу вас обратить на них внимание. Заряжай! На охрану государственной границы шагом! Марш! След, вулкан? След.
След, Вулкан. След, Вулкан. След. Что там? На свай кто-то просыпал. На свай? Жевательный табак. Табак, известь и еще что-то. Наши никто не жует. Чужой просыпал. Обнаружен след. Изучите следы, установите количество нарушителей. Преследуйте. В воду вошел. А куда пошел? Туда или сюда? Ясно, сюда. От границы подальше. А что, если петляет? Заяц вот как... Подожди с зайцем, время теряем. Смотри по тому берегу. След, Вулкан. Дикобраз. Тихо. Кто же его побеспокоил? Дай рюкзак. Возьму порошок от собаки. Да. Возвращайся. Нет, другой дорогой. Вас? Бери, бери. Спасибо. Спасибо. Колючка. Колючка. Руки вверх! Встать!
Взяли! Видно, и второй был. Дальше тянет. Ракету дай. Глаз не спускать. Сейчас придут на ракету. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ капитан. Почему по ночам разъезжаете? Дня мало. Топливная система подвела, товарищ начальник. Все МАЗ на одну ногу хромают. Ночевал у станции, возился с ней. И вот под утро выехал. Сами чинили? Да где там? Завгар помогал из совхоза. Пока форсунки, пока то, все. Ночь прошла. С ног валюсь. Никого не подвозили, конечно. Ну что вы, товарищ начальник. На границе недавно, а понятия имею. Ничего подозрительного в дороге не заметили? Никак нет. Правда, выстрел слышал. Он с того направления. Кому панели? Пионерлагерь. В путевке указано. Можете ехать. Подкиньте до аула. Прошу. Сам-то откуда, если не военная тайна? Издалека. Не больно ты разговорчивый. Служба. Ага. Светает. Пора уж. А чего другой в кабину не сел? Места хватит. А то ветерок там. Где надо, там сидит. Понятно. Обзор. Ты, значит, как говорится, на флоте вперед смотрящий, а он по сторонам. Что ж, правильно. Закуривай. Не курящий. Стой! Стой! Приказываю тормозить! О, детка, обещал притормозить немного. Ой, чуть шею себе не сломал. Помоги мне. А почему не потормозил? Почему ты не в кабине сидел? Кто? Я. А ты какой значок носишь? А ничего не видишь? В кабине-то двое было.
Товарищ капитан. Ясно, ясно. Давно потеряли? Да только вот здесь. Порошок рассыпан. Быстро в машину. Слушаюсь. Вы, старшина, прочешите сержантом кусты по ту сторону шоссе. Слушаюсь. Хотя вряд ли он задержался. Кто-то? Рано еще. Что за спешка? А ей-богу, угадал, что спешка. На свадьбу зван, понимаешь? А побриться не успел. Иду мимо, вижу вывеска. Ну ладно. Все честь честью. Проходите. Это где ж свадьба? У нас, что ли? А, нет. Рядом здесь. Автобусом буду ехать. Ну, а за то, что обеспокоил так рано, вот, рублевочка тебе за бритье. Ну как, годится? Ну еще бы. Рублевочка, она на почин, всегда годится. Я сей минуты, вот рубашку только одену. Ну, садитесь, садитесь, я сейчас. Так, на свадьбу, значит? Так. А я, знаете, холостякую. Тоже ничего позиция. А я сейчас все готова, садиться. Ничего, ничего. Вот водички только подогрею. В чем дело? Товарищ капитан, старший наряда дал ракету и соскочил. Знаю. С этим что? Оказал сопротивление. Замахнулся. Обыскать и на заставу. Давно здесь работаешь? Да нет, недавно. Работал тут один до меня. Да, говорят, зашибал шибко. Цирроз печени нажил и... Ты куда? Что ты? Стой. Ты это интересно, это пограничники кого-то? Отойди от двери. Это почему же? Что за новости? Что такое, я вас спрашиваю? Вы что думаете? Рублевку дали, то теперь что, можете командовать, да? Вот что, любезный. Мне здесь надо пробыть до темноты. Понятно? В город ты ездишь? Бываю. Бери бумагу. Карандаш. Пиши. Уехал в город. Выходной. Бьет эта штука бесшумно. Рука у меня твердая. Терять мне нечего. Доходит до тебя? Где замок? Какой замок? Дверной. Быстрее. Вот он. Ты сейчас выйдешь, закроешь дверь на замок, повесишь записку, обратно влезешь через окно. Иди. Стой. Одно неверное движение, и пуля будет у тебя в печени. Вторая. Первая будет в затылке. Понял? Зачем же пуля? Я все сделаю, как вы говорите. Иди.
Стой! Смотри, откуда я буду стрелять, если что. Иди. Что там топчешься, идиот? Быстрей! Лезь обратно. Лезь. Сейчас. Быстрей, быстрей. Что такое? Ну, лезь. Дайте руку. Ноги совсем ватные. Открой, Юзель. Быстрей. Зайдите с тыльной стороны парикмахерской. Выясните, что там происходит. Ясно? Ясно, товарищ капитан. Дальше действуйте по обстановке. Слушаюсь. Руки! Руки! Иди. Примите, Василий Федорович. Пожаловал бриться. Ну, как мальчонка? В порядке, завтракает с доктором. А что с солдатом? Парень молодой, крепкий. Надеется, доктор. Так, шофера доставили? Так точно. По всему видно, старался он в эту ночь встретить его. Безусловно. Встретить и предупредить, что это обычная парикмахерская. Угу. Стоять.